Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бисмилля, альхамдулиллах, салату вассаляму аля расулиллах. Судный день. Положение богобоязненных верующих, богобоязненных мусульман в судный день. И мы с вами говорили, что не может быть так, что человек испытает два ужаса, два страха и две безопасности, чувство безопасности. То есть те, которые не страшились Всевышнего Аллаха, Его наказания, не страшились предстоящего дня суда в этой жизни, они обязательно познают, что такое ужас судного дня. Они обязательно познают, что такое страх судного дня. Те, которые страшились в этой жизни наказания Всевышнего Аллаха, судного дня, они всегда переживали за то, как они вернутся к Аллаху, с чем они вернутся к Аллаху. Аллах по милости своей обязательно этих людей избавит от страха судного дня. И те, которые пребывали в безопасности в этой жизни, они не познают, что такое безопасность в судный день. Поэтому пророк, саллаллаху алейхи вассалям, привел нам слова Всевышнего Аллаха, это священный хадис, Кудси, где Всевышний сказал: «Клянусь моим величием, не будет у раба моего двойной безопасности и двойного спокойствия». Поэтому дай Аллах, чтобы нам страшиться в этой жизни, всегда бояться, переживать предстоящей встречи с Аллахом, всегда готовиться к этому дню, и дай Аллах, чтобы Он избавил нас от страха, ужаса судного дня, страх, который ни одно воображение не может себе представить. Поэтому Аллах милостивый. А сегодня давайте начнем, если успеем, может быть и пройдем полностью, категории людей, группа людей, которых Всевышний укроет в судный день в тени своего трона. Судный день – это будет абсолютно ровная поверхность, не будет никаких гор, оврагов, не будет никаких зданий, знаков. Это будет абсолютно ровная, огромная поверхность. В некоторых хадисах пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сравнил вот этот махшар, мейдан, вот эту площадку, где Аллах соберет всех, сравнил с отлитым серебром. Вот как будто отлили серебро, и оно вот так замерло вот так, и вот оно абсолютно ровное. Поэтому после того, как солнце приблизится к людям, где-то говорится на расстоянии копья, то есть то солнце, которое мы сегодня видим, находится на расстоянии чуть меньше 150 миллионов километров. 150 миллионов километров, не 150 тысяч. Так ведь? То есть это самое комфортное для жизни людей расстояние. Аллах все подчинил нам, абсолютно все. Все, что на небесах и все, что на земле, служит нам, нашим интересам и подстраивается под природу человека. Это закон Аллаха, это Коран. И вот это солнце, оно приблизится, где-то говорится, на расстоянии копья. Где-то говорится на расстоянии мили, 1 мили. Но не говорится, это какая миля? Морская. Потому что в арабском языке миля еще означает палочку, которую женщины использовали для нанесения сурьмы. Сурьмы, вот она такая палочка. То есть это означает, что солнце будет очень близко. Конечно, природа людей будет другой. Потому что если приблизить солнце на такое расстояние, сегодня все бы умерло, погибло. В судный день никто погибать не будет. Но это не значит, что они не будут чувствовать жара, тепла этого солнца. Поэтому это будет одно из уже наказаний, ужасов судного дня.
Люди будут стоять под этим пеклом и будут потеть. В хадисе говорится, где-то пот дойдет до щиколоток у кого-то. Ну, у кого сколько грехов. У кого-то до колен, у кого-то до пояса, у кого-то до шеи. Кто-то полностью утонет в своем поту. И вот никто не принесет зонт. Никто не найдет тень дерева, здания. Никто ни под кем не скроется. Абсолютно ровная поверхность. И вот здесь милость Аллаха будет единственная тень. Ну, где-то говорят, переводят тень Аллаха, но здесь речь идет тень Его трона. И вот под этой тенью, под тенью трона будут те верующие, которым Аллах даст разрешение. Только те. И другой тени не будет. Поэтому посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: «Саб'атун». Их будет 7. 7 групп людей, категорий. «Юдиллюхумуллаху фи зиллихи». Аллах покроет их в судный день, закроет своей тенью, то есть тенью своего арша, трона. «Яума ля зилля илля зилля». В тот день, когда не будет никакой тени, кроме тени трона. 7 категорий. И, конечно, мы должны понимать, что это особые группы людей, которые удостоились, по милости Аллаха, такой милости и чести. То есть они будут в гостях пребывать во время судного дня, в гостях под тенью не какого-то дерева, здания, а под тенью трона. И пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, самый первый – это имамун адиль, справедливый имам. Или мухтасиб, или муфти, да? Имам в арабском языке, дорогие братья, имам – это у нас, имам – это служитель мечети, да? Имам в арабском языке имеет куда более широкое значение, и имам – это тот, который стоит впереди. То есть впереди стоящий. Поэтому имам – это синоним слова директор, начальник, министр, президент, губернатор, император, халиф, хан и так далее, и так далее. То есть это тот, за кем стоят люди. Под его руководством стоят люди. И когда ученые разъясняют этот хадис, то есть какой он имам справедливый, ученые говорят, даже если под кем-то находится 2 человека, всего 2 человека в его подчинении, ну не такой он большой начальник, да? Но если он проявляет справедливость даже к этим 2 подчиненным, он обязательно окажется среди этих людей. Поэтому, да, кто-то может сказать, потому что, ну, когда вот в деревнях рассказываешь этот хадис, были времена, когда, например, там дед сидит какой-то, еще другой там, говорит, ну вот опять начальники там, оказывается, это, да? Вот оказывается, и там начальники будут под тенью, да? Но на самом деле начальники будут под тенью. Но я помню случай, когда один дед сказал так, а другой дед, я знаю, он всю жизнь был начальником. И он возразил ему и сказал, а разве бывают справедливые начальники? То есть очень тяжело быть имаму, то есть предводителю, хану, президенту, там, губернатору, неважно, да, руководителю, намного сложнее быть справедливым, чем обычному человеку. Поэтому, да, это великое испытание для руководителя. Но польза от справедливого руководителя, человечества, умма получит намного больше, чем от справедливости обычного человека. Так ведь? То есть это же, получается, если руководитель на самом деле справедливый, и под ним 100 человек, так эти 100 человек, они будут, альхамдулилля, наслаждаться этим. Потому что у них руководитель какой? Справедливый. А если руководитель страны, нации будет справедливым, это же решает судьбу всей нации. Поэтому Умар ибн Абдель-Азиз, когда пришел к власти, многие бедуины, они даже не знали об этом.
То есть те, которые где-то там в пустыне, в сотнях километрах от халифа, где-то пасли овец, они даже, у них интернета не было. Им на WhatsApp никто не писал, у нас в стране там власть поменялась, да? Но они почувствовали его приход. Как? Когда Умар ибн Абдуль-Газиз пришел к власти, пришел баракат во все государство. И львы, они начали приходить к овцам, играть с ними и уходить. То есть почему лев не ест овцу? Потому что он сытый. И поэтому он просто развлекается. Аллах дал столько баракета, что не то, что все люди были сытыми, даже животные были сытыми. Даже хищные животные, они не трогали овец, потому что им это не надо. Вот показывали же по телевизору, где-то в зоопарке, там, ну, шоу устроили, да? Там ко льву там, или к тигру запустили овечку, и она там якобы играла. Да просто кормили этого льва. Очень много кормили, что ему просто не хотелось уже есть. Он же не как мы. Нас-то накормишь 5 раз, все равно хочется. Вот, поэтому и любой голод, он уничтожит овцу. Это природа животных. И вот баракат пришел. Это первое, имамун адиль. Второе, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, юноша, который вырос в поклонении Аллаху. То есть это человек, который пришел в ислам, который покорился Всевышнему Аллаху не в 70 лет, а именно в свои молодые годы. Когда фитна, намного противостоять фитне намного сложнее. И вот эту свою молодость, самый такой жюляр шаган, он пришел в ислам. И когда другие совершали зина, он поклонялся Аллаху. Он жил в никахе. Когда другие, может быть, употребляли спиртные напитки, он никогда не делал этого. Поэтому вот самый продуктивный возраст своей жизни, молодость, когда у него много сил, много возможностей. Потому что есть люди, например, там 70 перестают пить, так он уже не может пить, у него печень уже все села. Может быть так. Или там все, он уже погубил свой организм. Нет, это молодой, он и пить может, и зина может делать, но нет, он оставил все это ради Аллаха. И вот для таких людей, юнош и девушек, будет особый почет в судный день, потому что они самые свои молодые, сильные, плодотворные возраст они посвятили служению Всевышнему Аллаху. Поэтому для них будет особый почет. После справедливого имама, предводителя, посланник Аллаха назвал этих молодых юнош. Третье. Человек, сердце которого привязано к мечетям. То есть человек, который любит мечеть. Человек, который скучает по мечети. Когда он идет в мечеть, он радуется. Когда он заходит в мечеть, он радуется, потому что он знает, куда он идет. Кому он идет? Он идет домой к Аллаху. Дом Аллаха. Где он сейчас находится? Он находится в доме Аллаха. Когда он уходит с желанием вернуться обратно. То есть его сердце связано с мечетью. И те люди, у которых сердца связаны с мечетями, они любят мечеть, они любят помогать мечети, служить мечети, пребывать в мечети, совершать намаз именно в мечети. Потому что даже вот обычный пример из жизни, тот же намаз, те же 4 ракагата, которые ты совершаешь дома и которые ты совершаешь в мечети, это абсолютно разные. И не просто так Аллах дает 27 раз больше, потому что на самом деле и положение сердца, и искренность, и смиренность абсолютно другой уровень. Поэтому джамагат намаз, он всегда важен для мусульманина. Вот. То есть мусульманин, сердце которого связано с мечетью. Дальше. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, назвал двоих, то есть 2 брата, которые любят друг друга только ради Аллаха. И они встречаются и расстаются только ради Него. То есть это те, которых связывает вера в Аллаха.
Они любят друг друга, потому что они братья по вере. Не потому что, вот сейчас я подружусь с ним, наверное, мне будет намного легче в жизни, да? Он мне там помогать будет, там, у него денег много, или там административных ресурсов, или он там сильный на улице, меня там никто не будет обижать, если с ним буду дружить. Да? Нет, нет. Ты дружишь с ним, ты встречаешься с ним, ты любишь его искренне только ради Аллаха, потому что это твой брат-мусульманин. Это твой брат-мусульманин. И можно огромное количество хадисов приводить про положение вот этих верующих, которые полюбили друг друга только ради Аллаха. Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: в судный день Аллах обратится к верующим и скажет: где те, которые полюбили друг друга ради моего величия, ради меня? Где они? И посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал: в тот день даже пророки, праведники, шахиды будут завидовать им, их положению. Лахум манабирум мин нур. Аллах подарит им минбары из света, и их положению будут завидовать даже пророки. Вот представьте себе, пророки будут стоять, самые лучшие пророки будут стоять и завидовать белой завистью кому? Положению вот этих братьев, которые полюбили друг друга только ради Аллаха. И следующая категория. Мужчина, которого пожелала знатная, уважаемая и красивая женщина. То есть она призывает его к зина. То есть именно знатная. Потому что, ну, если она не знатная, не красивая, там бабушка придет, что-нибудь скажет, все, иди отсюда, да? А если она красивая, на самом деле? Вот если Зулейха была очень красивой, и она была знатной. Юсуф был где? У нее дома. То есть она была знатной, она была красивой. И в этом была фитна для него. И поэтому, если кого-то, мужчину, которого призывает женщина знатная, красивая к зина, и он скажет: я боюсь Аллаха. То есть только из-за боязни перед Аллахом, да, вот этих людей Аллах соберет под своим троном. И последняя категория того, кто будет подавать милостыню настолько тайно, что не то, что другие, даже его левая рука не будет знать, что давала правая. Вот это, конечно, многие об этом знают, но некоторые иногда, когда садака дают, они левую руку туда-назад ставят. Я говорю: а почему вы так даете? Ну, там же написано, говорит, даже левые. Я говорю: все-то знают, все-то видят это, Инстаграм видит, все видит. Поэтому это даже не то, что другие, даже твоя левая рука не должна видеть то, что дает правая. И самая последняя категория это те, чьи глаза наполняются слезами, когда он находится в одиночестве с Аллахом и поминает его. То есть не с минбара. Ну, имам может расчувствоваться. Там в театре могут расчувствоваться, перед телевизором, да, нет. Вот есть ты, есть Аллах, больше никого. И когда ты поминаешь Аллаха, когда ты каешься перед Ним, у тебя слезы выходят, ты плачешь. Вот эти искренние слезы будут причиной того, что Аллах соберет и эту группу под своим троном. Этот хадис передали имам Бухари и Муслим. Субханак Аллахума бихамдик, шаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк.